В Ижме и Печоре зафиксировали наибольшее число госпитализаций из-за вирусных инфекций. В среднем по республике ситуацию с коронавирусом и гриппом называют напряженной. При этом зафиксировано небольшое снижение эпидподъема. Но что больше всего тревожит медиков, на сцену массово выходят вирусы, о которых давно не слышали. Прогнозы в репортаже Виктории Палкиной. Ни одного лабораторно выявленного случая гриппа. При этом в среднем 7 подтвержденных диагнозов ковид. Тяжелые течения заболеваний встречаются редко. Это статистика 2023 года Кайгородского района. Сегодня стабильную ситуацию здесь объясняют просто: хороший уровень коллективного иммунитета. Население активно привито у нас. Люди очень хорошо относятся, я считаю, это правильно, к вакцинации относятся. И своевременно привились, соответственно, гриппом практически не болеют. Все стационары региона живут в условиях карантина. Посещения запрещены, обязательное тестирование на ковид при госпитализации. В центральных районных больницах свои красные зоны. Есть такая и для беременных в столице Коми. Всегда в закрытом помещении бывает частота заболеваемости выше. Поэтому входящие тесты, экспресс-тесты, если плановая госпитализация, но это больше касается гинекологических отделений, то есть ПЦР как наиболее точного анализа. Но отборочно нам говорит о том, что если есть положительные, то мы направляем в отведенные для этого отделения. У нас есть отделение, выделенное в кардиодиспансере в родильном доме. Поэтому пока такая возможность есть, те, которые заболевают внутри, то есть поступили в инкубационном периоде, то мы тоже переводим в карди. И это нам позволяет все-таки такого массового заражения, инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, избежать. В республиканскую инфекционную больницу в среднем госпитализируют 10 пациентов каждый день. Много детей до года. С сильной лихорадкой. И есть те, кто попадают в реанимацию. Сегодня в палатах интенсивной терапии 13 пациентов разного возраста. По словам врачей, чаще всего осложнение вызывает грипп, напоминает о себе и омикрон. Все те, кто находится в отделении реанимации, это ухудшение состояния по основному хроническому заболеванию на фоне этой инфекции. Не столько инфекция, как была на дельте. Да? На дельте тяжелейшее повреждение легочной ткани было, которое необратимое, когда мы не могли справиться. Здесь именно ухудшение состояния по хронической патологии. Сегодня в инфекционной больнице готовы развернуть дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией. Нынешних площадей уже не хватает. Тревожные сигналы приходят из местной лаборатории. Здесь выявляют вирусы, о которых инфекционисты слышат редко. Метапневмовирусы и боковирусы. Они-то и поражают детей, вызывают тяжелые бронхиты и пневмонии. Виктория Палкина, Олег Жуковский, Иван Богомолов, телеканал Юрган.